Легкая промышленность – это локомотив нашей экономики. Одна из самых главных задач в бизнесе и борьба сейчас, которая идет, это борьба за коллектив. Мы поняли, что самое лучшее для производителя – это вырастить поколение, которое пойдет за тобой. Мы опираемся на тенденцию моды, что сейчас в моде, что мы изучаем, все смотрим. Вот мы единственное производственное предприятие в Кыргызстане, которое выиграло гран-при. Нас поддержал Кыргызско-российский фонд, нам выделили средства для покупки высокотехнологичного японского оборудования. Тяжело ли? Отвечу правду, что да. Это действительно очень тяжело. Домой приходишь и ждешь благодарности, ты ждешь, что и дети, и муж, и, в принципе, близкие будут говорить, какая ты молодец. В 2000-е годы, момент, когда, в принципе, проходила такая трансформация, это модное слово, наверное, да, сознание, переход к рыночной экономике, когда мы столкнулись с вопросом того, что надо четко менять свои жизненные, возможно, приоритеты и направления. Мы тогда, не имея никакого багажа практического опыта, значит, мы сами и моделировали, сами продумывали модели, сами диктовали, скажем так, ту первую моду, которая стала появляться на просторах бывшего СССР. Да. Помню, в те годы мы шили там не по размерам, а всего лишь там 2 размера. Выбирали самые дешевые полиэстеровые ткани, чтобы все это тянулось. У нас 8 предприятий по городу, да, с кем мы работаем, с предприятия-партнера. Помимо этого у нас идет регионы, это Лабукинский район и Орская область. Значит, непосредственно в каждом цеха у нас подрядчики, начиная от 15 до 72 человек в штатах, те партнеры, с кем мы работаем. Вот, ответить честно, тяжело ли? Отвечу правду, что да. Это действительно очень тяжело. Конечно, компенсируется это все успехами, компенсируется тем достатком, который появляется. Скажем так, уже новое воззрение, ты насыщаешь себя опытом, да, от работы, ты видишь мир, у тебя сменяется круг общения, ты становишься успешным. Надо четко понимать в цепочке НДС, как правильно ее выстроить, как правильно защитить и как правильно помочь нашей отрасли сейчас. Нас поддержал Кыргызско-российский фонд, нам выделили средства для покупки высокотехнологичного японского оборудования по цифровой печати, по вышивальные машины, которые были вообще класса А, таких даже в Центральной Азии еще не было, мы вперед там Турции и Бангладеша завезли крутые машины. Очень красиво, правда? Видите, сейчас техника движется вперед. Раньше, чтобы, допустим, покрасить вот так ткань, это надо было, знаете, ее варить, кипятить. А здесь непосредственно сейчас прямым нанесением на ткань, буквально за доли секунды, краска успевает впитаться на поверхность ткани, нанести рисунок, высохнуть, и в то же время это будет теперь вечно.